Героями очередного выпуска рубрики «Топ-5» стали неоднозначные памятники и скульптуры, которые якобы украшают Владикавказ. По мнению Осетия Ньюс, эти объекты вызывают противоречивые чувства у населения. Мы собрали пятерку лучших в своем роде. Поехали! Наша первая скульптура расположилась в самом центре Владикавказа – Нарт Сослан, танцующий на чаше Уасамонга. Одни придерживаются мнения, что фонтану с мифическим героем не место на проспекте Мира. И вообще Сослан не соответствует образу, описанному в нартском эпосе. Однако большинство людей даже не помнят сказания, а просто сетуют на то, что скульптура стоит в излишне неприглядном виде, а сам фонтан является рассадником антисанитарии. На четвертом месте у нас не одна скульптура, а целый ансамбль. Ряд небольших скульптур на Новой набережной оставляют больше вопросов, нежели чувство удовлетворения. Хотя кто знает, может в этом и был посыл авторов. Но что значит эта скульптура или это? Однозначно мало кто сможет ответить, поэтому добро пожаловать в наш рейтинг. На третьем месте памятник поэту Александру Пушкину. Честно говоря, назвать это памятником как-то язык не поворачивается, но, как говорится, что поставили, на то и смотрим. Жаль, что величие русского поэта осталось только в его произведениях, потому как наше изваяние его никак не отображает. Несмотря на успешность в поэтических кругах, судьба у Пушкина была непростой. Видимо, поэтому автор скульптуры Владимир Соскиев постарался наиболее ярко отобразить всю тяжесть жизни поэта, уезжающего на повозке. На втором месте культурная композиция Мадежарда. С первого взгляда сложно понять, какой смысл несет в себе это произведение искусства. Однако идея автора Николая Ходова заключается в единстве матери и ребенка, которые и составляют эту композицию. Художник считает, что связь между женщиной и ее малышом неразрывна. Сама идея, безусловно, заслуживает уважения, вот только исполнение вызывает вопросы. Кто-то называет скульптуру грушей, а кто-то даже похуже. Не такие ассоциации должно вызывать сердце матери. На первом месте скульптура Костахи Тагурова, установленная напротив входа в Центральный парк. Памятник основоположнику остинской литературы не раз становился предметом жарких дискуссий. Привычный и более ожидаемый всеми величественный образ Коста вообще не соответствует видению автора Владимира Соскиева. Кто-то скажет, он художник, он так видит. Бесспорно. Но выставляя что-то на суд общественности, пожалуй, следует преследовать цель, чтобы большинство ее положительно оценили творение. На деле же худой, больной и уставший от жизни остинский поэт был даже атакован вандалами. До сих пор идет спор о том, перенести ли памятник в дом-музей Костахи Тагурова или оставить сидящим на проспекте Мира.